Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я рада приветствовать вас на своем канале. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. В преддверии Нового года мы будем готовить очень вкусный десерт. Это татарский чак-чак порционный. Для этого нам понадобится 5 яиц. Яйца у меня заморожены, я их держала в морозилке. Вчера вечером из морозилки их переложила в холодильник, и вот они там у меня растаяли. Желтки еще не полностью растаяли, ну так надо, чтобы было. Еще нам понадобится пол чайной ложки соли. Тоже сюда добавляем к яйцам. Еще надо будет пол чайной ложки соды. Добавляем сюда чайную ложку столового уксуса 9%. И будем гасить соду. Соду, да. Сейчас будем разбивать наши желтки при помощи погружного блендера. Сейчас при помощи миксера будем взбивать яйца до бела. Вот такая очень пышная масса у нас получилась. Сейчас ее переложим в тазик. Будем месить тесто. Нужно будет замесить мягкое тесто. Вот такое очень мягкое тесто я замесила. Сейчас я поделю на 2 части. Очень мягкое тесто, даже липкое, можно сказать. Сейчас пока уберу, одну сейчас раскатаю. Тесто я раскатала, толщина теста где-то 2-3 миллиметра. Сейчас при помощи вот такого приспособления будем резать чак-чак. Режем полосками. Чтобы не прилипало, ее надо опускать в муку. Сейчас будем резать поперек, чтобы у нас получились маленькие квадратики. Даже если они вот такие получились соединенные между собой, когда опускаешь масло, они все разъединяются. И также продолжаем. Сейчас будем жарить чак-чак. Масло у меня уже накалилось. В масло, казан с маслом опускаем дуршлаг, потому что чак-чак у нас будет мелкий, чтобы нам удобно было вытаскивать, поэтому мы будем жарить сразу в дуршлаге. И сюда опускаем наше тесто.
Так очень удобно. Вот смотрите, они все разъединились. Тесто очень мягкое, поэтому оно полностью не прорезывается. А если уже тесто делать жестким, то чак-чак тоже получается жестким. Это уже не очень вкусно будет. Немножко зарумянится, и можно будет уже вытаскивать. Это делается очень быстро. Первые кажется, что она долго жарится, но потом она очень быстро идет. Вот они уже немножко золотистые стали. Сейчас уже можно вытаскивать. Очень удобно так. Тесто я пожарила. Вот такое вот тесто получилось. Мелкое и очень красивое. Сейчас будем готовить сироп. Для сиропа берем 250 грамм меда. Кладем 120 грамм сахара. И будем варить сироп. Сироп я проварила минут 5, наверное, может чуть больше. Сейчас будем проверять его на готовность. Для этого берем стакан с водой и капаем туда наш сироп. Если сироп не растекается, остается кружочком, значит наш сироп готов. Он уже не растекается. Все, сироп выключаем. Сейчас будем собирать чак-чак. Сейчас будем наливать наш горячий сироп. Руки смачиваем кипяченой холодной водой и будем делать наши порционные чак-чаки. Так прижимаем, чтобы они хорошо слиплись друг к дружке, удержали форму. И вот такой чак-чак получается. Очень красивый и очень вкусный. Наш чак-чак готов. Смотрите, какой красивый получился, ароматный, очень-очень аппетитный. Попробуйте вы тоже приготовить на Новый год. Я думаю, что вам понравится. И не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. До свидания. Большое всем спасибо.